Вирусы парагриппа и ОРВИ продолжают атаковать жителей Коми. Эпидемиологи говорят, нынешняя ситуация кардинально отличается от предыдущих заболеваний рядом особенностей. Александра Маркина расскажет, чем. У нынешнего всплеска простудных заболеваний есть целый ряд особенностей, говорят эпидемиологи. Во-первых, одномоментно на территории региона циркулируют сразу два вируса – H3N2 и вирус гриппа Б. Обе инфекции жителям Коми знакомы, но до этого года вместе они не фиксировались. Список симптомов привычные – головные и мышечные боли, кашель, затруднение дыхания, озноб, температура, рвота, диарея. В поликлиниках и аптеках очереди. Оно и понятно, говорят медики. Жители атакуют сразу две инфекции, а значит шансов подхватить вирус в 2 раза больше. За последние 2 недели, конечно, обращение граждан по поводу катаральных явлений с температурой, с интоксикацией, с кашлем, с насморком возросло. То есть нагрузка на врача-терапевта, конечно, возросла. Количество вызовов на дом тоже за последние 2-3 недели в 2-3 раза больше, чем обычно. Но стараемся, справляемся. Каждый вызов мы обслуживаем, каждого больного стараемся смотреть хорошо. Широкое и одновременное распространение вируса – еще одно отличие нынешнего всплеска. Болеют сразу в 10 муниципалитетах. В Сыктывкаре, Ижме, Ухте, Карткиросе, Усть-Выме, Прилузье, Интек-Городке, Троицко-Печорске, Сысоле и Усть-Куломе. В процесс, эпидпроцесс или эпидемический процесс вовлеклось много территорий республики. Наша республика достаточно все-таки обширная по своим территориям, и традиционно мы загорались постепенно, то есть Сыктывкар, потом Ухта, потом доходило до Воркуты, либо в обратном порядке. То сейчас мы получили, что 10 муниципальных образований у нас одномоментно регистрируют подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом. Главный эпидемиолог Коми объясняет это явление усилением миграционных процессов. Ведь вирус гриппа передается непосредственно от человека к человеку. Тем, кого болезнь еще не настигла, медики рекомендуют поостеречься. Защитить себя от гриппа можно разными способами. Для начала в рационе должны присутствовать уже традиционные брусника, лимон, капуста, клюква. Второе – избегать помещений с массовым пребыванием людей. Но если этого избежать не удалось, то необходимо надеть маску. Вот только мало кто знает, что срок действия ее всего 3 часа. Действенным методом профилактики является вакцина. По словам медиков, в нынешнюю кампанию меньше всего болеют именно те, кто вовремя сделал прививку. Впрочем, сейчас обращаться за ней поздновато. Подъем заболеваемости уже начался. Кстати, продлится. В этом году он дольше обычного, прогнозируют врачи. Не 6, а 7-8 недель. Ведь на избавление от сразу 2 вирусов времени понадобится больше. Александра Маркина, Владимир Шишкунас, телеканал Юрган, Сыктывкар.